Лучшим решением обостряющейся экологической проблемы в республике является мусороперерабатывающий завод, но на его строительство уходит до 1 миллиарда рублей. Это огромная сумма для бюджета Абхазии. Промежуточный вариант решения проблемы предлагает житель Пицунды, инженер-гидротехник Александр Цеховой, который проектировал полигоны для хранения твердых бытовых отходов в Санкт-Петербурге. Также по его проекту в Южно-Сахалинске строится полигон для бытовых отходов. Ученый почти с 30-летним стажем в области переработки бытовых отходов в последние годы самостоятельно исследует проблему утилизации мусора в Абхазии. Особую опасность, как подчеркнул инженер-строитель, представляла Гагрская мусоросвалка, которая затем была закрыта. Свалки в Абхазии, мягко выражаясь, самое безобразное, что только можно себе представить. Во-первых, Гагрская свалка. Никакой обваловки, она прям в середине, почти в середине села Псахара. Жить там невозможно даже из-за мух в таком количестве. Не говоря о том, что Гагрская свалка горела лет 8 непрерывно. Так что дым заволакивал даже трассу, не говоря о селе Алахадзе, о дороге на Пицунду и так далее, и так далее. Мусоросвалка, как известно, загрязняет воздух, почву и воду, а при сжигании мусора на свалках отходы выделяют токсичное вещество диоксин, который ядовит даже в самых минимальных объемах. За эти годы, несомненно, диоксином там заражены все земли, потому что его выносит на 30 километров. С дымом он выпадает, период полураспада у него 10 лет, и он хранится, можно сказать, вечно. А те овощи, которые там собирают в Алахадзе и везут в Пицунду, в Гагру, люди едят, и постепенно этот диоксин в них накапливается. Инженер-строитель отметил, что положение со сбором и хранением твердых бытовых отходов в республике является санитарно и экологически катастрофическим и требует немедленных мер по исправлению. Александр Цеховой предлагает построить единый полигон в отдаленном от населенных пунктов месте. Также, по его словам, необходимо построить 5 мусороуплотнительных станций в Гагре, Гудауте, Сухуми, Ачамчире и в поселке Цандрыпш. По словам инженера, затраты на закупку техники, в числе которых оборудование для прессования и брикетирования мусора, а также специальных машин для развозки, составят до 300 миллионов рублей. Самое простое, с чего начать, это можно сказать бесплатно, провести инвентаризацию свалок. Второе, желательно все эти свалки вывести из, так сказать, нормального существования, объявить их незаконными. Для этого надо провести проверку инспекции СЭС. Это Скорик Людмила Жильбертовна, с тем, чтобы определить, что все они нарушают все нормы, свалки закрыть, а вместо этого, по крайней мере, отделить свалки от людей. Для этого в Абхазии можно найти, были уже попытки, определяли около села Нау, около села Кындых, место под такую, допустим, свалку, но подальше от людей. Если найдутся, положим, деньги, а там надо всего 200 миллионов, это пока что за последние 10 лет их на это не нашли. Александр Цеховой отметил, что работа мусороуплотнительных станций и полигонов за 2 года может быть исправлено нынешнее катастрофическое положение с мусоросвалками, поэтому решать вопрос надо как можно быстрее. Саиджар Салия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.